Коми продлен режим самоизоляции для пожилых граждан. Это позволит жителям республики старше 65 лет оставаться на оплачиваемом больничном. Соответствующие изменения в указ главы Республики Коми о введении режима повышенной готовности внес руководитель региона Владимир Уйба. В соответствии с документом жители республики в возрасте 65 лет и старше, а также с хроническими заболеваниями рекомендуется по 28 октября включительно воздержаться от нахождения вне мест проживания. Также по 28 октября продлевается оплачиваемый больничный для работающих граждан в возрасте 65 лет и старше, которые, беспокоясь о своем здоровье, приняли решение продолжить строгое соблюдение режима самоизоляции. Кроме этого, граждане, прибывшие в республику из-за пределов России, обязаны сообщить о возвращении на горячую линию, а также в течение 3 календарных дней пройти обследование на новую коронавирусную инфекцию. Информацию о результате лабораторного исследования необходимо разместить на едином портале государственных и муниципальных услуг, заполнив специальную форму. До получения результатов исследования необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства. Андрей Калиничев, Вести Тимана, Сосногорск. Благоустройство города – важная составляющая комфорта горожан. А комфорт, в свою очередь, способствует хорошему настроению и, как следствие, улучшению самочувствия городских жителей. Жаль, что не все придерживаются такой точки зрения. Сломанные лавочки, исковерканные урны, изрисованные надписями фасады домов, разрушенные клумбы. Вандализм – настоящая болезнь современности. В общественную приемную действительно поступают такие обращения от граждан. Люди сетуют на то, что у нас сегодня столько красивых новых объектов, которые разрушаются просто-напросто. Конечно же, органы местного самоуправления сегодня не принимают меры. И камеры установлены в таких местах, но необходимо гражданам прежде всего самостоятельно, наверное, да, вот у нас ведь очень много ответственных граждан, да, которые не должны проходить мимо вот таких фактов вандализма. Если граждане увидели, что кто-то там вскарабкался на фигуру, на арт-объект, или кто-то пытается что-то отломать, нужно подходить и делать замечания. Ну и в семье своей, конечно, с детьми проводить разговоры и говорить детям о том, что это строится для нас, для всех, да, и сегодня ломать это все значит оставить наших детей, наших внуков без этой красоты. Восстановить-то, конечно же, все можно, но потребуются финансы. Вместо того, чтобы тратить деньги на восстановление, давайте лучше новые территории какие-то будем облагораживать. Случаев, когда городские памятники и арт-объекты страдали от рук хулиганов, можно вспомнить немало. Например, знаменитый сосногорский кованый рыбак несколько лет подряд лишался своей удочки. Паровоз в сквере железнодорожников и вертолет возле парка Югодлун практически сразу после установки остались без окон. А фонтан рядом с Домом детского творчества то и дело не функционирует из-за повреждения оборудования. Неспокойным выдался и прошлый год, когда хулиганы нанесли вред Сосногорскому скверу Победы и городской доске почета. В этом году в только отреставрированном парке Гномики уже была сломана круглая качель. А фигура большого медведя на площади Гагарина испорчена липким слаймом. Если нормальный человек, он и так понимает, что это нельзя, это некрасиво. Это вообще наша природа, чтобы ее не разрушать. Наша жизнь. Кто умеет разрушать скамейки, тот умеет разрушать чужие жизни и свои тоже. Потому что зачем убивать красоту, разрушать? Такую красиво ломать. Красиво все это в целом. Когда вот такие мелкие детали теряются, уже не так красиво. Уже не так красиво, да. Например, вон те рога у оленя, они вначале были все-таки покрасивее. Потом их сломали, прикрепили новые, но их тоже сломали. В нашем городе есть на самом деле и ответственные, и неравнодушные жители. Приятно радуют глаз ухоженные дворовые территории. Так, например, жители по улице 40 лет Коми несколько лет назад стали участниками федеральной программы формирования комфортной городской среды. Благодаря этому во дворе появилась детская площадка, новое асфальтовое покрытие и удобные скамейки у каждого подъезда. Но на этом они не остановились. Люди поверили в то, что можно сделать лучше, можно сделать интереснее свой дом, свой двор. Конечно, после реализации данной программы она дала такой движок с тем, чтобы люди дальше начали заниматься благоустройством. Скажем, например, в нашем доме
крышу отремонтировали, пластиковые окна вставили, благоустроили палисадник, выкорчевали все ненужное, посадили все нужное. Вот. Кроме того, мы в дальнейшем планируем вертикальное озеленение, какое-то кашпо или что-то типа как в городе, навести еще большую красоту. То есть люди стараются, чтобы было лучше, было красивее в своем дворе. Однако, говорит Ольга, и их двор не остался без внимания вандалов. Но выход был найден. Вот у нас только установили новые наши скамеечки, прям молодежь активно пыталась их испортить ножиками, там еще как-то, можете посмотреть здесь. Но поэтому мы вынуждены были поставить у себя дома видеокамеры, и случаев стало гораздо меньше, значительно меньше. Радует, что таких дворов в Сосногорске становится все больше. Подводя итог, хочется отметить, что проявлять больше энтузиазма и благоустраивать свой родной город, свои дворовые территории так, как это принято во всем цивилизованном мире, важно. Ведь потому, как выглядит город, можно судить и о том, какие люди живут в нем. Влада Гришаева, Елена Двожик, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Я родилась в деревне Выльгород Усть-Коломского района на берегу реки Вычегда. Это старинная коми-деревня, и все мое детство прошло именно в моей родной деревне. Затем я поступила в Сыктывкарский педагогический колледж. По первому образованию я учитель начальных классов. Очень многое мне дали преподаватели этого учебного заведения. Благодаря их труду я научилась быть учителем, потому что там хорошая практика дается. Теория, может, не так основательно дается, но практика дается очень качественная. После окончания колледжа я поступила в университет на финно-угорский факультет, потому что изучение коми-языка для меня, оно, наверное, всегда было одним из важных, потому что и в школе училась, я уже участвовала в республиканских олимпиадах по коми-языку. Мне это было интересно, очень интересно. И после колледжа я поступила на заочное обучение в университет, и потом уже сразу поехала работать в Удорский район учителем начальных классов. Я получила образование учителя русского языка, литературы, коми-языка, литературы. И работая в Удорском районе, я еще попробовала себя в административной должности, была заместителем директора школы. Все, что было новое, мне было очень интересно, все хотелось попробовать, во всем хотелось себя проявить, даже, может, не столько проявить, сколько испытать свои возможности, способности, силы. Проработала я в Удорском районе 6 лет, хотя уехала туда на 3 года по договору, но понравилось. Если бы школу не закрыли, может быть, я в Сосногорский район не попала, но так как школу закрыли, и я переехала в Сосногорский район. Здесь меня взяли учителем русского языка, литературы, коми-языка. В свою первую специальность учителя начальных классов я уже не возвращалась. Уже после завершения университета я работаю в течение около 20 лет учителем русского языка, литературы. Когда я пошла в первый класс на свой первый урок, это было очень волнительно. Обучаясь в колледже, мы знали, что учитель должен всегда выглядеть, он должен быть в костюме, у него должна быть деловая сумка, то есть мы с пакетом на урок не ходили, после колледжа особенно. Это было выдрессировано настолько, что мы знали, как себя вести, как с родителями работать. Но у меня единственная проблема была в том, что в Удорском районе свой диалект. Я разговариваю на коми-языке, но я их не понимала. Благо, у меня муж говорил на удорском диалекте, я приходила, ему рассказывала, он мне переводил, что это означает. Вот. Но было очень волнительно. В этом классе еще были детки из детского дома, и я, наверное, как молодая, может, слишком много на себя возложила, что очень хотелось, чтобы они материнское тепло почувствовали, хотя мне это было всего 20 лет, да? Но и чтобы я чему-то их могла научить. И уже на 2-й год на мои уроки стали приходить опытные учителя, не чтобы покритиковать, а чтобы чему-то поучиться. Но, видимо, новое дыхание, новое веяние, оно всегда интересно.
поэтому я помню все до мельчайших подробностей. В прошлом учебном году я стала победителем на республиканском конкурсе «Классный-классный», и большое спасибо я хочу выразить моим нынешним 11-классникам, которые помогли построить мне классный час. Вот, благодаря тому, что мы с ними работали в развитии их особых творческих способностей, именно их развитие личностных качеств, вот, я попыталась эту работу показать на классном часе и со стороны коллег республики получила положительные отклики о такой форме работы. Затем я была участником районного конкурса «Классный-классный» уже несколько лет назад на уровне района, тогда я второе место заняла. Участвовала в конкурсе «Учитель года» как учитель неродного коми-языка в нашем уже Сосногорском районе. Тоже тогда у меня было второе место. И на республиканском уровне участвовала тоже в конкурсе «Учитель года» как учитель коми-языка родного. Это Судорского района еще была, и я была в числе лауреатов. То есть я очень люблю себя пробовать. Конечно, если когда что-то не получается, вначале приходит расстройство, а потом это повод для того, чтобы идти дальше. К большому сожалению, изучение коми-языка в школе сокращается. Я считаю, что это очень плачевно для коренного народа, потому что есть уже такой опыт, когда язык перестают изучать, он уходит в небытие. Есть у нас мертвые языки из финно-угорской языковой группы, много таких языков уже. Но, тем не менее, в классах, где я работаю, они не изучают историю Коми-края, скажем, не литературу Республики Коми. А в классах, где я являюсь классным руководителем, они все изучают коми-язык. Получается найти подход к родителям, к детям, чтобы убедить, что язык необходимо сохранять. Вот у меня 11-классники сидят, они до 9 класса все изучали коми-язык, я у них была преподавателем. И они в коми-КВН выступали, мы с ними на коми-языке пели, коми-танцы я им с ними ставила. Целые семейные выступления у нас на конкурс мы ходили, выступали, семьи представляли. И у меня вот второй класс, мой тоже класс, 6 класс, и они тоже выбрали коми-язык. И вот буквально вчера, благодаря тому, что у нас есть этот предмет, нам пришли благодарственные письма и дипломы от депутата Государственной Думы. Когда говорят, что да, современное поколение, оно не такое, оно другое, оно интереснее. Оно интереснее, оно необычнее. Они многие знают больше нас в каком-то направлении своем специфическом, чем мы, взрослые люди. А это есть, если такое есть, это и интересно работать. Нина Николаевна, она человек серьезный во время уроков, но после уроков с ней можно поговорить как просто с человеком, а не как с учителем. Она, помимо того, что является твоим преподавателем, она также твой друг. Вообще, ко всем урокам всегда дети относятся по-разному, но если говорить про уроки Нины Николаевны, то тут всегда нужно быть собранным и готовым к работе, потому что если ты себя плохо чувствуешь, если ты не прочитал произведение буквально по литературе, то ты засядешь так, что потом тебе придется это все отрабатывать. Так что Нина Николаевна, она очень трепетно относится к нашим знаниям в родном языке, в литературе в буквальном смысле. Когда я училась в школе, у нас был директор школы. Линдфрида Эммануиловна, она, слава богу, все еще жива, ей больше 80 лет. Она по Мартинской школе была очень много лет директором. И она буквально недавно ушла только на пенсию. И вот, наверное, ее образ для меня во многом предопределил мои черты как педагога. Она знала всех родителей школьников, которые были в школе, это 400-500 человек. Она могла запросто, идя по улице, остановиться с любым родителем, поговорить о ее ребенке, с нами, с подростками. У нас класс очень был шебутной, но, тем не менее, у нас 17 человек из класса ушли в педагогику работать. То есть я считаю, что именно ее вот такой умелый подход как директора, как педагога, она могла к нам прийти и обсудить даже наши личные проблемы. То есть она не говорила, что вот я директор, а вы дети, то есть на равне с нами общалась на равных. И, наверное, думаю, что особенно сейчас современный учитель должен быть в первую очередь понимающим, должен быть интересным в своем предмете, потому что если ты знаешь меньше детей, это неинтересно будет на уроках. Ты должен знать больше, чем дети. Но ты, кроме этого, должен учиться у них. То ли возраст, то ли что, но я люблю печь.
Раньше не выставляла, ну, как и у каждого, наверное, человека, есть страницы в социальных сетях, да, а сейчас люблю обмениваться фотографиями своей выпечки. В выходные обязательно и пеку. Мы живем, как бы, у нас семья маленькая, у меня 2 детей, муж в основном в командировках на вахте, поэтому его практически дома не бывает. Ну и мы зовем гостей обязательно. Люблю печь много, чтобы хватило всем. Вот это люблю. Люблю читать. К сожалению, время на мою любимую литературу сейчас времени практически не хватает. У меня семья, у меня первоклассница в этом году, 1 класс пошла тоже в нашу школу, маленькая дочка. Вот поэтому мы с ней любим на велосипеде покататься. Она катается, а я рядом. Гулять любим вместе обязательно, общаться на разные темы. Все, что ей интересно. Я в этом городе живу, получается, 18 лет. Преображается, конечно, это очень хорошо, когда идет развитие города. Особенно я люблю город, наверное, осенью, потому что, когда я смотрю из класса в окно, прямо любуюсь изменением от зеленого до опалых листьев. Нравится в городе спокойная обстановка. Когда мне было предложение переехать в другой город и устроиться там на работу, я поняла, что я не смогу, потому что я не люблю шумные города. Когда я бываю в Ухте и приезжаю сюда, мне как будто бы такое облегчение, что наконец-то спокойная обстановке в своем городе. Ну, наверное, могу назвать, что он мой город. Потому что если первые годы меня из отпуска сюда особо-то не тянуло, да, а сейчас я понимаю, что да, наверное, это уже мой второй дом. Здесь уже меня ждут. Когда я иду по улицам, здоровается почти через одного человека. Либо это родитель, либо это ученик, либо это бывший ученик. И у меня маленький ребенок идет рядом со мной и говорит: мама, ты их всех знаешь? Я говорю, ну, видимо, так сложилась жизнь, что мы знакомы с ними, да, и это тоже уважение со стороны людей, это тоже приятно. Поэтому я могу назвать Сногурск уже родным городом.